«Стреляйте сейчас же!» – незамедлительно ответили ингуши, когда деникинцы дали им час на то, чтобы согласиться с их условиями, а именно пропустить через свою территорию белых с целью окружить Владикавказ со всех сторон. Память людская не подвластна времени, один из самых кровопролитных боев, если не в истории Советского Союза, то в истории Ингушетии точно. О героях 19-го далаковцы вспоминают сегодня на том самом месте, где проходили сражения. В списке доблестных защитников и Хакяш Дахкильгов, который возглавлял конную сотню. Когда были силы неравные, наступала регулярная армия, у вооружения у наших сельчан было кинжалы, винтовки. Вот. Этот человек, возглавляя сотню, прикрывал отход основных сил с Далакова и ценой своей жизни сумел устоять, сумел дать возможности, значит, выйти основным силам, и сам в этом сражении погиб. Бой развернулся 106 лет назад. Вступив на ингушскую территорию, Деникин встретил такой отпор, какого не ожидал ни один из его генералов. Чтобы сломать сопротивление ингушей, он дотла сжег Экажева, Далакова, Псидах и Сагапши. Это лишь вызвало чувство всеобщей мести в народе и сплотило его воедино в своей борьбе. Только из местных жителей погибло около 200 человек. Но, по словам ученых, жертв гораздо больше. Когда устанавливали памятник, чтобы увековечить имена героев, Руслан Кулбужев учился в 5 классе. События того дня еще свежи в его памяти. Именно на этом месте похоронены красноармейцы, курсанты бывшие здесь. Здесь, когда открывали этот памятник, я помню, то ли с Петропавловска старушка приезжала. Вот она вот от той дороги на коленях сюда приползла, целуя землю. А ее брат здесь был похоронен. И из газеты она, когда узнала, что здесь будет открытие, вот в тот день она узнала, что здесь именно погиб ее брат. Конница белых сначала пыталась прорвать позиции ингушей, но огромные потери заставили их отступить. Родственники Махмадхана Дахкильгова в 19 году близ Далакова стояли насмерть, защищая свое село. Из рассказов отца он помнит чудеса храбрости, которые показывал в бою его дедушка. Мой дед Дахкильгов Ислам Гайрбекович тоже погиб в этом бою. Его брат Мадгирей тоже. Ну, по разным данным, по нашей фамилии, где-то 17 человек погибло в этом бою. Яростное сражение, атака за атакой. То наступали белые, то снова их отбрасывали защитники села. Рядом с мужьями и сыновьями, подбирая раненых, подвозя провизию, сражались совсем еще юные мальчишки, сестры, матери и жены. В Далаковском сражении деникинцы лишились почти целой дивизии, и для ингушей эта битва стала трагической страницей в истории. Пройти территорию ингушей деникинцы рассчитывали быстро, но по факту белые потеряли много времени. Это не могло не отразиться на ситуации на фронтах. В еще большей степени это стало ясно летом-осенью 1919 года, когда на территории Ингушетии началась партизанская война. И в частности, в решающий момент, когда для Деникина каждый батальон был на счету, ему пришлось отвлекать большое количество войск с фронта, бронепоезда те же самые, регулярные пехотные кавалерийские части, отвлекать для усмирения этих вот ингушских селений. Это то самое время, когда Деникин разворачивал наступление на Москву, от которого зависела судьба вообще всей гражданской войны. Ему очень не хватило этих полков, которые в то время были скованы здесь. Все ингуши, как один человек, встали на защиту советской власти. Так писал первый секретарь Закавказского крайкома Серго Орджоникидзе в телеграмме Ленину. История, написанная кровью, так, чтобы потомки помнили. Славное прошлое, которое из национальной памяти вычеркнуть нельзя. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.